Шитье – это, конечно, тоже произведение искусства. Здесь надо творчески уметь работать. Самое главное – желание, конечно. И творческое такое вдохновение должно быть. Быстрых, шустрых девочек старались приучить к шитью, потому что, чтобы как бы ее, она, терпение, выдержка, усидчивость, вот это вот, чтобы в ней выработать. Ну и вообще шитье, мне кажется, женские руки украшают шитье. Костюм национальный – это история и культура народа. Были люди, умели праздновать, существовали и праздники, умели красиво жить. Эта жизнь, она продолжается, и вот традиции – это как традиционный костюм национальный, и его нельзя терять. Надо над ним работать, конечно, создавать его, усовершенствовать все это. Исторически создание одежды было особым предметом занятий, который отражался в социальной организации ингушей. В соответствии с обычным нравом ингушей, шитьем и изготовлением одежды, созданием костюма, организацией этикета, занятиями музыкой и танцами ведали специально избранные, обученные и особо воспитанные с детства женщины. Эти женщины назывались сувлями, что в переводе означает «княгини», «избранные». Были такие школы благородных девиц, куда посылали девочек. Но это не каждая семья могла такое позволить. И выходили такие обученные княгини, которые прошли вот эту школу благородных девиц, а там буквально обучали всему, что необходимо. Называли их сув. Вот княгиня – это сув. Такое сравнение. Даже эти дома, где живут эти сув, отмечались. Они выделялись, эти дома. Вот в этом доме живет сув, княгиня. А она, значит, все знающая. Из девочек рода выбирали одну отличавшуюся внешностью